В России с 1 января стартовала мусорная реформа. Как мы знаем, основная цель мусорной реформы – полностью изменить отношение к твердым коммунальным отходам. В связи с применением нового законодательства в сфере обращения с твердыми отходами в Якутии начали свою работу региональные операторы. Территория республики разделена на зоны. Аймиконский район входит в центрально-восточную. Обслуживание осуществляет региональный оператор общества с ограниченной ответственностью «Экологические системы Якутии». Эта организация заключает договор напрямую с физическими и юридическими лицами на оказание услуг по вывозу и захоронению мусора. У регионального оператора существует свой собственный тариф по обращению с твердыми отходами. Таким образом, с января этого года плата изменилась. Если раньше тариф за услугу начислялся за 1 квадратный метр жилья, то с этого года люди будут платить за количество зарегистрированных в квартире. Я считаю, что по количеству людей производить оплату, это как бы правильно и правомерно, потому что мусор образуется не от квадратных метров в квартире, а от количества людей, которые занимают эту квартиру. Такая система оплаты повлияла для муниципального предприятия «Хатой», который занимается вывозом и захоронением твердых коммунальных отходов. По денежным средствам есть норматив образования отходов, утвержденный правительством республики. Но если посчитать условные цифры, то по факту муниципальное унитарное предприятие «Хатой» вывозит мусор в 3 раза больше, чем начисляется плата от населения. Региональный оператор нам дает заявку вывести мусор в январе месяце, допустим. Да? В январе месяце мы вывезли 1500 кубометров мусора в поселке Уснера. По начислению выходит, что мы должны были вывести 680 кубометров. 900 кубометров вывезенного мусора сверх того, что начисляется населению. У регионального оператора на это средств нету, на оплату наших работ. И у нас встает дилемма. Либо этот мусор оставлять на улицах и вывозить только нормативный, да? Либо региональному оператору где-то надо изыскивать средства на оплату наших дополнительных работ. До сегодняшнего дня этот вопрос не решен. Получается, предприятие «Хатой» должна вывести весь мусор с поселка, а оплату получит в 2 раза меньше. Это довольно проблематично для подрядной организации, но это не вся проблема. 5-6 раз ездим за день. Вот бывает крупногабаритный, вот, который там лежит. Это вот он отдельно лежит. А так в основном вот такой мусор, пакеты там, отходы, в общем. Бутылки там. На сегодняшний день в районе нет ни одного официально зарегистрированного в государственном реестре полигона, на который вывозятся твердые коммунальные отходы. Проблема эта давняя, решение ее затягивается из-за отсутствия финансирования. То есть для того, чтобы зарегистрировать полигоны, необходимо произвести сначала изыскание, затем необходимо подготовить проект, и в дальнейшем уже там в соответствии с АНПИНом приводить полигон. Значит, данные работы дорогостоящие. Если у нас 7 населенных пунктов, стоимость изысканий и создания проекта по полигону на где-то порядка 6-7 миллионов. То есть порядка 50 миллионов надо району где-то изыскать средств, только чтобы оформить полигоны.
В Уснере есть санкционированная свалка, но вступлением мусорной реформы такой свалки не должно быть. То есть эта санкционированная свалка должна превратиться в полигон, где будут производиться утилизация и переработка мусора. Все это делается для сохранения окружающей среды. Для создания полигонов на данный момент в районе и в поселениях нет денежных средств, так как это требует много вложений. Региональный оператор в дальнейшем должен обойти федеральную, республиканскую программу по созданию полноценных полигонов для сбора ТКО и в дальнейшем по строительству мусороперерабатывающих либо мусоросжигающих заводов. То есть правительство России, ну и, соответственно, правительство республики должны создать условия для того, чтобы привлечением федеральных средств, республиканских средств, ну и местных средств все-таки решить эту проблему. Сколько это будет длиться, пока сложно сказать, потому что для всех это новое, так сказать, направление, да. Но, насколько я знаю, в республике эта работа уже началась, ведется. В каждом населенном пункте обращение с твердым коммунальным отходом разные, расстояние свалок, количество населения и, соответственно, затраты разные. Из этих пунктов одна из неудобств для местных операторов по вывозу и захоронению мусора – это тариф. Ранее у организации был свой собственный тариф, утвержденный муниципалитетом. У них была возможность содержать контейнеры, строительство точек для сбора мусора. Теперь другая система обращения с отходами, тариф единый, из-за чего предприятие, занимающееся вывозом мусора, стало получать намного меньше денежных средств. Региональный оператор, его задача, ну и, соответственно, он нам поручает лишь приехать, загрузить мусорный контейнер в машину, вывести на полигон и захоронить. Значит, другие работы возлагаются либо на собственника жилья через управляющие компании, либо если эти точки и мусорные контейнеры находятся не на территории одного домостроения, а ряда домостроений, и земельный участок является поселенческим, значит, возлагается на поселение. В связи с наступлением мусорной реформы начались дополнительные сложности при переходе на новую систему оплаты. Это обусловлено тем, что значительная часть населения вообще уклоняется от оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. В Аймяконском районном центре планируется постройка мусороперерабатывающего завода. Для этого проводится подготовительная работа, составляется план и проектные работы. Это займет немало времени, но мы надеемся, что когда-нибудь у нас появится полноценный полигон с заводом по переработке мусора.